Здравствуйте, дорогие друзья. Это опять я, Азамхон Акбаров, со своим видеообращением. На днях в сетях появилось видеообращение уважаемого человека, представителя науки Республики Кыргызстан на фоне достопочтенных, уважаемых старцев, киргизов и представителей религии. Аузубиллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, таджики биродари. Ассаламу алейкум, братья, мусульмане Таджикистана. Я прошу прощения, что я не знаю вашего имени, уважаемый Устод. Но я видел ваше выступление, когда у нас последний раз были события на границе. Вы обращались к таджикскому народу на таджикском языке, что мне, соответственно, очень понравилось. Но вы знаете, ваше последнее обращение в корне отличается от того обращения, которое вы делали несколько месяцев назад. Своей риторикой. Ощущается, что ваше последнее обращение носит заказной характер. В первый раз вы были намного искреннее, в первый раз вы были намного душевнее, чем в последний раз. Поэтому хотелось бы подчеркнуть тот факт, что эти обращения друг от друга очень многим отличаются. Ну, во-первых, смотрите, вы, уважаемый академик или уважаемый ученый, призываете нас, таджиков, к миру. И говорите, что кыргызский народ тоже дружелюбный народ, тоже не хочет войны. Верю. Верю, что простой кыргызский народ тоже абсолютно не хочет никаких конфликтов со своими соседями. Но нелогично одно. Как можно призывать к миру, как можно приглашать к миру и при этом называть руководителя другой страны диктатором? Абсолютно неприемлемый, как говорится, способ приглашения к миру. Ну, если вы уж приглашаете к миру, то давайте приглашайте без упреков, без намеков, без подковырок, как говорится, да. Отвечу вам лишь несколькими предложениями. У нас у таджиков, вы таджикский язык прекрасно знаете. У нас у таджиков есть замечательная пословица, я сначала проговорю ее на таджикском языке, так как вы прекрасно понимаете таджикский язык, а потом переведу на русский. Так вот, у нас у таджиков говорят: «Пешаз айбиди гарон роджустан, авал гиребони худатро буйкун». Что буквально переводится: прежде чем делать замечания другим, сначала понюхай свой собственный воротник. Вы говорите, что у нас проблемы. Мы прекрасно знаем о своих проблемах и постепенно решаем их. Вы посмотрите, какие города мы сегодня строим, какие здания воздвигаются, какое продвижение. Буквально наша столица преображается на глазах. Каждый день строятся новые объекты, новые дома. И кроме столицы, вот, большие города в нашей республике тоже превратились в очень большую строительную площадку. Строится очень много жилых домов для людей. Строится очень много инфраструктурных объектов. То есть мы постепенно продвигаемся вперед. И это все благодаря мудрой и очень правильной политике нашего правительства во главе с нашим уважаемым президентом. А вы, уважаемый, называете его диктатором. Понюхайте, пожалуйста, свой воротник. А со своими проблемами мы разберемся сами, абсолютно дипломатично, абсолютно спокойно, не вдаваясь в истерику, не вдаваясь в эмоции. Потому что мы понимаем, что нам в этой стране жить. Лично я не являюсь политиком, но
Я отчетливо понимаю, что мне в этой стране жить, мне в этой стране растить детей. И я вижу будущее своей страны именно процветающей, мирной и уважающей себя и своих соседей. Но в отличие от нас, к сожалению, я не вижу того же самого в вашей стране, в Кыргызстане. Хотя очень хочу, чтобы вы тоже были чем-то похожи на нас. Вы посмотрите, у вас проблема со всеми соседями. И с Узбекистаном, и с Казахстаном, и с Таджикистаном. Я уже не хочу тут вдаваться в подробности и напомнить вам историю Ошской резни, когда вы вырезали узбекское население. Очень часто у вас происходят такие же стычки, такие же вооруженные конфликты с узбекскими пограничниками. Иногда возникает такое впечатление, что вы не умеете ладить со своими соседями. Да, конечно, есть проблемы, но эти проблемы можно решать мирным путем. И в конечном счете создается твердое мнение, такое ощущение, такое впечатление, что все эти события, которые происходят на границе, провоцируются именно с кыргызской стороны. И влияние оказывается извне. Нам с вами жить веками еще. До конца света, я думаю, что еще есть время. Бог дает нам шанс. Бог дает нам возможность. Аллах на самом деле велик, как вы говорите. И я верю в существование Аллаха. И я верю в здравый смысл, в здравый ум людей. Поэтому, обращаясь к вам, к своему народу, к жителям Таджикистана, Кыргызстана, и вот этих замечательных, почтенных старцев, которые стоят за вами и создают красивый фон для вашей речи. Уважаемые дедушки, уважаемые наши кыргызские соседи, прежде чем что-то говорить, и тем более представителям науки, представителям интеллигенции, пожалуйста, подумайте, что вы говорите. Вы призываете к миру и при этом называете диктатором руководителя соседней страны. Никакой логики. В вашем последнем выступлении одна риторика. Вы призываете таджикский народ к беспорядкам, к которым вы сами привыкли. Вы очень часто сменяете свое руководство и называете это революцией. И называете это демократией. Это не демократия. Это просто хаос. Не говоря уже о тандеме, который сегодня находится у власти. Мне кажется, ваша самая главная проблема – это именно вот этот тандем. Посмотрите на нашего президента. Посмотрите на президента Шавката Мирзиёева, который с первых же дней своего президентства начал налаживать отношения со своими ближайшими соседями. И сегодня, на данный момент, у Таджикистана с Узбекистаном абсолютно нет никаких приграничных проблем. Мы все решили. Да, было трудно, да, было сложно, но здравый ум восторжествовал. А у вас несколько иной подход к этому вопросу. И в конце концов, последний протокол, который был подписан, вот последний протокол, там есть один очень важный пункт, который гласит, что нам нужно перестать создавать образ врага в лице соседа. А вы продолжаете это делать. Вы продолжаете закупать ударные беспилотники. Вы продолжаете усиленно вооружать свою армию. Против кого? Против нас? Против Узбекистана? Против Казахстана? Не думаю, что война вам нужна. Я думаю, очаг напряженности и нестабильность в Центральной Азии нужна именно тем, которые не живут сами здесь, не знают наших истинных проблем, не знают наши традиции и, находясь извне, пытаются манипулировать вашим сознанием и оказать влияние на наши взаимоотношения. В конце своего обращения хочу пожелать всему кыргызскому народу мира, добра, благополучия и, конечно же, жить
в мире и согласии со всеми своими соседями. Перестаньте быть враждебными к своим соседям. Мы готовы протянуть руку дружбы, руку помощи, если между нами будет мир. Всем мира и добра. Спасибо за внимание.